когда мы поняли фактически за 1,5 часа, какой может быть большой смысл во всей этой большой истории, то, соответственно, появилось новое изображение, появилась отдельно буква «И», появилась абсолютно новая концепция по продвижению нашего бренда на территории России. Соответственно, мы создали рабочую группу такую вот внутри себя, пригласили нашего известного ученого Павла Федоровича Лимерова, Юрия Лисовского, плотно работали над идеей в течение дней, наверное, 10, и в результате вышли на абсолютно интересную историю, всем известную, но на практике она будет реализована впервые нами же. Соответственно, я хотела бы сейчас предоставить слово Павлу Лимерову, он кратко презентует концепцию проекта, а называется она «Ибица. Древнейшая история Коми в одном слове». Ну, на базе вот этого вот слова сделали сюжет такой, сюжет предания о Иркопе. Ну и появилась возможность как бы связать в этом слове историю, во-первых, Иркопа, во-вторых, некий миф, с которым связана эта история о Иркопе, это миф о небесной охоте. И тут же как бы этот миф увязать с некой исторической действительностью. Это артефакт, которому 8000 лет, это знаменитая лыжа, которая хранится в музее, в нашем национальном музее, которая тоже отражает миф о небесной охоте. Там изображена морда лося, да, вот, который участник вот этой небесной охоты. И вот все вот это вот связать с нашей действительностью, это вот наш лыжный спорт, который как бы получает здесь опору, с одной стороны на миф, а с другой стороны на прекрасную историю о первом лыжнике, первом охотнике Иркопе. Вот примерно такая вот концепция сложилась. Она достаточно обоснована, и в книжке, которую вот вы... Мы раздали, да, есть презентация. она вся описана. Вот вкратце примерно все, что вот и можно сказать по этому поводу. Соответственно, вот таким образом, вот в данном слове «Ибица», оно фактически становится словом-символом, словом-легендой. Вот именно вот такая идеология, переложенная в слово через предание о Иркопе, а это древнейшее коми-предание, вот именно это и может стать словом-символом и словом-легендой не в контексте Ибица, а в контексте культурной истории Республики Коми. Соответственно, что фактически мы получили на изображении? Вот посмотрите, мы получили, то есть это такое собирательное слово, которое можно трактовать абсолютно в любом направлении, и каждое оно будет правильным и верным. Мы получили букву Коми алфавита «И». Мы получаем здесь, если мы используем по-другому, село Иб, самый древний населенный пункт России, из тех, которые начинаются на букву И. Мы зашифровали и переложили в слове «Ибица» легенду о Иркапе. Мы встроили в изображение волшебную лыжу Иркапа. И именно волшебная лыжа, она изображена как та лыжа, которая находится в нацмузее с навершением головы лося, которой много тысяч лет. Вообще история началась очень давно. Лыжа найдена в 70-е годы. И многие годы на фондах музея была в полуразрушенном варианте, так находилась. И в 2009 году музей обратился в Эрмитаж с просьбой отреставрировать вот этот уникальный памятник, который при находке журналисты назвали «Лыжа Иркопа». И пошло вот это название «Лыжа Иркопа». Эрмитаж нас поддержал и бесплатно отреставрировал нам памятник. Реставрация вместо года проходила 2, очень сложно прошел процесс реставрации. И потом позднее, через 2 года, мы опубликовали этот памятник в альбоме, ну тоже известный как бы в республике же альбом по зооморфной пластике, где она тоже представлена. Памятник небольшой по размеру, это фрагмент лыжи с головой лося, которому 8000 лет, потому что на 6-го тысячелетия до нашей эры. Эрмитаж, когда проводил реставрацию, датировали достаточно точно, новые технологии позволяют. Это 6-е тысячелетие до нашей эры, все-таки не так сильно плюс и минусов, да, мы надеемся. Декана и тысячелетия. И самое главное, было определено, из чего сделан материал в ходе реставрации. Это сосна, вот мы обсуждали сейчас с Юрой этот момент. Это сосна. Да, это сосна, все переплетается. И для нас еще что важно, говоря о новой экспозиции, кроме лыжи в музее хранится еще ряд памятников Синдарского озера, в том числе серия луков, один из которых 2-метровый. Поэтому, когда будет новая экспозиция, все это будет вместе, это будет вообще просто грандиозно. А в прошлом году, в рамках, когда проходила Олимпиада в Сочи, была у нас выставка «Потомки Иркопа». И там мы еще раз так на эту тему поиграли, от древней лыжи до чемпионов, и это все очень прекрасно ложится в бренды республики. И мультфильм «Иркоп», который сейчас, вот, может, вы смотрели в новостях, он один из
таких примеров культурных, который вышел в полуфинал проекта «Дива России». Там тоже обыгрывается художником, нашим мультипликатором Алексеем Поповым лыжа Иркопа с головой лося, как бы. Вот это все вот куда-то идет. Но вот это объединение с Ибицей, я думаю, оно позволит нам более сильно, более мощно заявить на эту тему, что Коми родина лыж, и достичь хороших результатов. Представьте, лыжники со всего мира потянутся в наш музей и будут поклоняться этой первой лыже, которая будет приносить им удачу. И доход национальному музею, вот что самое главное. И да? таким образом у нас появляется... Которая пойдет на реставрацию. У нас отпадает еще одна проблема, что показать гостям нашего региона. И, кстати говоря, вот позвольте ремарку, у нас только что завершился кубок мастеров по лыжам среди любителей. И вот здесь в зале сидит журналист газеты «Республика» Артур Аркеев, который съездил на Олимпиаду на прошлой неделе, пообщался там плотно с иностранцами. Не даст соврать, насколько я помню, с норвежцами, да, которые заявили, что родина лыж – это Норвегия. В Норвегии ничего не могут предъявить в качестве вещественного доказательства, а мы можем. Мы просто пока еще об этом… В Норвегии есть лыжи, ей 3000 лет, наши 8. Мы можем легко их положить на лопатки. Наша лыжа древнее на 4000. Своим экспонатом в Национальном музее. Мы просто широко об этом еще не заявляли, но с этого дня мы начнем заявлять об этом.